Салам алейкум, дорогие подписчики. Я хочу вам это рассказать, что это мне спас от это всех это несчастные, от всех это трагедии, от всех это вот это изнасилование, от всех это жертвы, которые я перенесла в это 90-х годах. Да? Во-первых, это связь с Аллахом, второе это чтение Корана, третье это общение с Аллахом, четвертое это поддержка моей родные, мама, папа, братья. Пятый избегать от всех негатив. Пятый, да? Шестой это развиваться. Седьмой быть само собой. Вот 7 вещей, что меня как это спас от всех это негатив. Что никогда, вот даже я жила, обратно поехала в эту квартиру, да, где это случилось. Спокойно я жила, потому что у меня была эта связь с Аллахом, как это чтение Коран, общение как это с Аллахом, поддержка это мои родные, избавить от негатива, и это развиваться, и это быть само собой. Вот 7 это вещи, которые я спасла, и меня спасла, по милости Аллаха, и жила, и дальше живу. Да. Но поддержка это мама, папа, это самый главный для этого ребенка, для этого, в каком возрасте бы ни было это, после этого вот это изнасилования, в каком возрасте ни было. Понимаете? Я смотрю видео, что мама не верит, мама не слушает, а меня мама верила, слушала, поддерживала всегда. Да. Мои брат тоже слушали, верили, это поддерживали всегда. Поэтому для этого ребенок это или девочка, как вот я не была ребенок же, я была это взрослая девочка, для меня тоже поддержка была очень нужна, потому что у меня была жестокая, как эта история моей жизни. В одну момент, в одной ночи столько перед мои глаза произошел изнасилований, это убийство и как это зверски, как это нарезали, это отрезали ухо. Это как это профессор говорит, это, наверное, черногорская тоже, это профессор, это что мозг не забывает, человек забывает, а мой мозг никогда не забывает. Вот смотрите, как картинка я вам рассказываю, как было, есть, я рассказываю. Мой мозг все это помнит. Когда даже, смотрите, дату помню, день помню, сезон, какой-то сезон года было помню. Как мы убежали, как это случилось, что было, где было, как было. Мозг все помнит. А вы думаете, что если я все это, мой мозг помнит какой-то мужчина, который это грубо или как это некрасиво со мной разговаривает, я пропускаю к себе, что ли? Нет, конечно. Я не пропускаю, не позволяю, потому что меня, во-первых, воспитывали без никаких домашних насилий, да? Во-первых. Во-вторых, что я получила какой-то удар от мужского пола. Во-третьих, я буду само собой, я буду с Аллахом. Никого не пускаю возле себя. Это женщины, которые они терпят это домашнее насилие от своих мужья. Их так воспитывали. Избивали папа, мамы, и дальше продолжение следует. Они это как мужья, которые избивают, они живут, потому что их так воспитывали и живут. Меня воспитывали без домашнего насилия, и получил такой удар. Для меня мужчина нигде не существует. Да? Мне так себе хорошо, алхамдулillah. Вышла замуж, родила ребенка, алхамдулillah. Дальше буду жить. Да, уповая на Аллаха, по милости Аллаха. Вот. У этой женщины, которые они терпят, я же еще раз вам говорю, их так воспитывали, домашнее насилие. Мама избивала, папа избивал, братья избивали, и дальше муж будет избивать. Для ее норма, а для меня это не норма. Потому что для моей жизни такого не было и не должно быть. Согласны вы со мной? Вот так. А женщина, которая ее насиловали, как они избивали, она не позволяет себе что-то. Это муж избивали или как это руку подняла на нее. Да, вот так. Алхамдулилля, я самый счастливый это человек, самая счастливая мусульманка, самая счастливая мама на свете. Это все по воле Аллаха это получилось, поэтому я должна благодарить Аллаха, что бы ни случилось в моей жизни. Что бы ни случилось, жизнь еще не закончится. Мы должны встать и пойти. Как ребенок падает,
на первый, как это, ходьбы, как начинает ребенок ходить, на первый раз не ходит же, правильно? Падает, встает и ходит, падает, встает. Человек тоже так падает, встает и ходит, падает, встает и ходит дальше. Вот так. Благодарю за внимание.